Вот смотри, Сергей, противостояние с Америкой, там все понятно, крупные, сложные страны, Китай. Но есть страны, я про мягкую силу, как ни странно, есть страны полностью от нас зависящие. Абхазия, Таджикистан, извиняюсь, Белоруссия. Про Беларусь я уже упомянул нашу драму. Там нам даже книги запрещают продавать сегодня, наши книги. Значит, Абхазия. Выгнали всех этих бабушек, старушек с квартирами. Вы знаете эту проблему. Там постоянно наше посольство занимается. Русских бабушек. Таджикистан. Они не могут открыть, МИА «Россия сегодня» не может открыть Карфунд. Комсомольскую правду там тоже закрыли. Да, Комсомольскую правду. Почему? У меня свой диск. Комсомольскую правду тоже закрыли. Страна полностью зависит от нас. Сотни тысяч русских там по-прежнему остались. Ведут себя как хотят. Может быть, нам, я два предложения, как-то сразу закладывать в договора, в соглашения момент о нашем медиа, ну как сказать, проникновении или участии, присутствии. Вот когда, знаете, по-человечески обидно, Абхазия, Таджикистан берут и вышвыривают. Я про русских людей, про интересы русскоязычных. Берут, что хотят, то делают. И мы ничего не можем сделать. Владимир Николаевич, я согласен с тем, что вот примеры, которые вы перечислили, и которые можно продолжить, в частности, проблемы с нашими СМИ, вот еще до конца не отрегулированы, скажем, ни в Армении, ни в Казахстане, где вот переход на новые формы вещания, на создание общественного мультиплекса, так называемого, ну, автоматически не учли наши отношения, союзничество. И Министерство Минкомсвязи активно вынуждено было включиться в переговоры. Я уверен, что мы эти вопросы решим. Но я согласен с тем, что они не должны... То есть вы считаете, это просто технический вопрос? Нет, чтобы сохранили, вот в двух случаях, которых я упомянул, Казахстан и Армения. Я согласен с тем, что эти вопросы не должны были бы возникать. И учитывая наши отношения, учитывая все то, что мы делаем на практике, учитывая наше участие в совместных объединениях многочисленных, учет наших интересов должен был бы быть, ну, автоматическим, я скажу так, и более отчетливым. Да, может быть, это даже аккуратнее, чем автоматически. Но все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, не граждан Российской Федерации, вернее, граждан Российской Федерации в Абхазии, является предметом нашего постоянного внимания. Да. И я надеюсь, сейчас вот когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя, повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично.